Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Сегодня в программе. Спустя 26 лет на месте гибели группы «Дед» в селе Ачгуара открыт памятник. В штатном режиме в Абхазии начался осенний призыв в вооруженные силы. 3D-моделирование в школы. Детский фонд ЮНИСЕФ внедряет в абхазские школы современную программу. В селе Ачгуара Учимчирского района в торжественной обстановке открылся памятник на месте гибели бойцов легендарной группы «Дед» под командованием Бориса Пачулия. Автор памятника – художник Батал Джапуа. На памятнике высечены имена 19 человек, погибших 26 октября 1992 года в селе Ачгуара. Церемонию открытия памятника посетил президент Рауль Хаджимба. Глава государства возложил цветы и почтил память погибших героев. Именно на этом месте в селе Ачгуара ровно 26 лет назад группа, которую возглавлял Борис Пачулия, возвращаясь из Учимчиры после неудачной операции по освобождению города, попала в засаду. В церемонии открытия памятника приняли участие президент Рауль Хаджимба, бывшие бойцы группы «Дед», родные и близкие павших героев. Тот день, когда сюда пришли, это было где-то 9:30. Наша задача надо было в Учимчиру зайти и удержаться. Мы свое задание выполнили. И там ждали, но получилось так, что пришлось назад вернуться. Не доезжая вот здесь, где-то 1,5 километра, машина колесо оторвала. Нас здесь уже ждали. Мы, когда сюда заехали, и здесь началась все стрельба. Кто сзади выходил, на месте бывали, с окошками выпрыгивали, и так начали мы тоже отстреливать, но у нас тоже не было ограничено был патроны. 26 октября 1992 года бойцами Восточного фронта была предпринята попытка по освобождению Учимчиры от грузинских оккупантов. Штурмом вошедшие в город, но не получив необходимой поддержки, группы абхазских ополченцев вынуждены были отступить. Одной из таких групп и была команда «Дед», которая попала в засаду и была обстреляна противником на повороте с центральной автотрассы в село Ачгуара. В этом бою погибли 19 бойцов группы, больше 10 получили ранения и попали в плен. Имена погибших золотыми буквами вписаны не только в памятник, но и в историю Абхазии. Трагическая история группы «Дед» – одна из героических страниц в Отечественной войне народа Абхазии. События 26 октября 1992 года до сих пор болью отзываются в сердцах тех, кто в тот день потерял боевых товарищей, родных и близких. Хаджимба был близкий самый друг у меня, с кем мы с детства начинали, босиком в Галицке бегали, купались, жили, росли, войну вместе начали. Вот здесь, в этой операции тоже вместе были. На глазах у меня погиб вот самый мой близкий друг. Все остальные, Петя, Асланзия, все пацаны, Абела постарше была, в одном дворе жили. Все, которые мы с детства друг друга знали. Кого-то сейчас назвать, кого-то пропустить будет некрасиво с моей стороны. Все они были, не было посторонних. У никого был единственный Турнов, Руслан, один парень из доброволец, из Кабарды. Остальные все были, которые с детства друг друга знают. За вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов президент Рауль Хаджимба вручил медали за победу родственникам погибших бойцов группы «Дед» и ветеранам группы. На церемонии открытия памятника выступали бывшие бойцы группы «Дед», родственники погибших. Глава администрации Учимчирского района Гиви Допуа поблагодарил Рауля Хаджимба за помощь в строительстве памятника. Школьники читали стихи. На строительство памятника в селе Ачгуара, которое началось в начале текущего года, руководством страны было выделено 3,5 миллиона рублей. Строительством монумента занималась компания «Абхазстрой». Месяца 4 тому назад проект был готов, финансы были выделены, мы приступили к работе. Значит, вот мы практически месяц назад мы закончили его, но наводили порядок, к сегодняшнему дню готовились.
потому что сегодня день гибели ребят. И строить больно, и открывать больно, но мы отдаем дань памяти этим людям и всем нашим ребятам погибшим. Память о 19 бойцах группы «Дед», погибших за свободу и независимость Родины, навсегда останется в сердцах не только тех, кто их знал лично, но и в памяти каждого из нас. Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимбу был представлен начальник пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия Алексей Трубецкий. Ранее Алексей Трубецкий временно исполнял обязанности начальника погрануправления. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина полковник Трубецкий Алексей Викторович назначен начальником пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия. В Абхазии начался осенний призыв на срочную военную службу, утвержденный указом президента Раулем Хаджимба. Призывники проходят республиканскую медицинскую комиссию, после чего направляются в учебный центр для военной подготовки. О том, как проходит призыв, расскажет Алика Трапш. Первый день осенней призывной кампании начался с возложения цветов к мемориалу погибших воинов в парке боевой славы в Сухуми. Затем призывники направились в республиканский призывной пункт для прохождения медицинской комиссии. Все, не понимая, что нужно отдать долг родине, и по собственному желанию идут на службу в армию. Надеемся, что мы пройдем эту медкомиссию и будем служить своей родине. Мы готовы ее защищать при любых ситуациях. И мы рады, что мы здесь находимся. Мы все хотим служить и будем это делать с честью, с достоинством. Я думаю, это каждый должен отслужить, учиться это хорошо, да, пойти, но легче как-то, думаю, лучше отслужить, а потом уже спокойненько учиться и заниматься своими делами. Призывники проходят визуальный осмотр сразу у нескольких врачей – окулиста, терапевта, отоларинголога, невропатолога, психолога, хирурга. И по итогам обследований на основании уже имеющейся медицинской документации, а также по результатам осмотра каждый специалист дает оценку состояния здоровья призывника. А уже по результатам медицинского освидетельствования в письменной форме оформляется комиссионное заключение о годности юноши к военной службе. По словам председателя врачебно-призывной комиссии Аслана Джопу, здоровье многих молодых людей оставляет желать лучшего. Врачи с сожалением констатируют, что призывники часто предпочитают занятию спортом вредные привычки. В целом заметно, что они ни в школе, нигде, ни спортом особо не занимались и каким-нибудь там трудом, потому что видно по мускулатуре, видно по болезням. Когда требуется более глобальное обследование, исследование, и тогда мы вручаем на руки акт, отправляем в лечучреждение республики, и более широкое такое уже в стационаре, изучив его здоровье, нам заполняют акт, и на основании этого акта мы уже принимаем решение здесь. Армия – это неотъемлемая часть жизни каждого мужчины. Именно на службе в вооруженных силах можно закалить характер, стать выносливым и дисциплинированным. Как отмечают военные комиссары, осенний призыв в армию проходит в штатном режиме. На сегодняшний день все идет по плану, никаких нарушений нету. После медосмотра будут по командам они распределены. Командиры, которые находятся здесь, забирают свои войсковые части. То есть сегодня у нас в Министерстве обороны организован учебный центр. В советское время карантин назывался он, который они обучатся строевому хождению и чуть-чуть спортом занимаются. Осенний призыв на действительную военную службу заканчивается 28 декабря, а срок службы молодых людей остается неизменным – 1,5 года и год для призывников, окончивших вузы. Солдатам предстоит нести службу в разных воинских частях в соответствии с уровнем образования и гражданской специальности. Алика Трапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. В правительстве обсудили меры по предотвращению аварий на водозаборах реки Бзыбь. Премьер-министр Валерий Бганба провел рабочее совещание по этому вопросу. Как отметил глава правительства, бассейн водозабора на реке Бзыбь обеспечивает население Пицунды и поселка Лдза питьевой водой. И в случае возникновения аварийной ситуации без водоснабжения могут остаться более 6 тысяч человек. В водозаборном бассейне находится 9 колодцев и такое же количество насосов. Бассейн расположен в пойме реки Бзыбь.
то есть в части речной долины, которая заполняется в половодье или во время паводков. Существует вероятность того, что в результате очередного паводка река может выйти из берегов, размыть колодцы и затопить насосы. Валерий Бганба поставил перед участниками рабочей группы задачу провести дополнительные исследования и осмотр объекта с целью определения среднесрочных мер по укреплению берегов реки. В прошлом году на территории Абхазии не наблюдалось эпидемии гриппа. По словам врачей, это связано с тем, что население прошло вакцинацию в начале зимы. Вот и в этом году в республике уже готовы к вакцинации. О сезонных заболеваниях и новой вакцине против гриппа рассказали на брифинге в республиканской больнице главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик и заведующая терапевтическим отделением республиканской больницы Анжела Арчелия. По словам специалистов, вакцина Ультрикс российского производства привезена из Санкт-Петербурга и по составу соответствует всем требованиям Всемирной организации здравоохранения. Республика Абхазия начинает вакцинацию от гриппа, от эпидемического гриппа сезона 2018-2019 годов. Это вакцина под названием Ультрикс Форт. Вы ее видите, вот она в таком виде. Это шприц-тюбик, одноразовая доза для взрослых. И данная вакцина не содержит консерванта, поэтому она может применяться у деток от 6 месяцев, и взрослым показано без ограничения возраста. Вакцина разработана Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом иммунопрепаратов, иммунобиологических препаратов и непосредственно российского производства. Ежегодно Российская Федерация выделяет Абхазии 11 тысяч бланков разрешений на осуществление международных нерегулярных пассажирских перевозок. Однако количество бланков недостаточно, отмечает в Управлении транспорта Абхазии. В связи с этим совсем недавно в Москве прошла деловая встреча между российскими и абхазскими коллегами. По итогам встречи было принято решение выделить абхазской стороне дополнительно 850 бланков разрешений на осуществление международных нерегулярных пассажирских перевозок. По словам Рабистана Габлия, в планах управления увеличить количество бланков с 11 до 14 тысяч в 2019 году. Плюс к 11 тысячам, которые выделяются, мы запросили около 3 тысяч, а было выделено 850. Но из них сегодня было выделено Минтрансом 500 штук. Я думаю, что до конца года оставшиеся 350 тоже нам дадут. 11 тысяч, и так оно выделяется. Если поток туристов, когда увеличивается пребывание в Абхазии, когда не хватает, мы раньше было так, пишем письма и так далее, и так далее. Но сегодня мы пришли к одному общему решению с 2019 года о выделении 14 тысяч бланков ежегодно. В пределах 14 тысяч мы должны упорядочить, то есть должно быть целевое использование. Мы делаем акцент на автобусы вместимости 40-50 пассажиров. Сухумский офис детского фонда ЮНИСЕФ в рамках программы, реализуемой в Абхазии совместно с Министерством образования и науки, приобрел оборудование и установил программу по 3D-моделированию для уроков биологии, физики, химии, географии. Оборудованием с программами будут оснащены 40 школ по всей Абхазии. Подробнее о программе и о том, как она будет работать, расскажет Сарьесмар. Теперь в различных школах Абхазии учителя биологии, физики, химии и географии будут работать по совершенно новой методике. В своей работе они смогут применять программу 3D-моделирования чешской компании LifeLike. На сегодняшний день данная программа уже достаточно популярна. Ею пользуются в 119 странах мира. Программа позволяет рассматривать мельчайшие частицы атомов, клетки любого организма, увидеть в виртуальной реальности, как на самом деле устроен мир. Разработана она учеными известных университетов, графиками-дизайнерами. Компания основана в 2015 году с целью предоставить учителям и ученикам инновационный инструмент обучения. В самом начале нашего так называемого путешествия было желание создать что-то такое, чего нам очень не хватало, когда мы были школьниками. И компания, она началась с объединения дизайнеров, которые занимались разработкой игр, видеоигр.
Они хотели привнести именно те элементы, которые захватывают учеников, когда они играют в видеоигры, и привнести это в учебный процесс. Согласно статистике, 98% учащихся, которые проходят обучение по этой программе, намного лучше усваивают тему урока. Программа позволяет по-новому взглянуть на различные предметы, а также увидеть их в виртуальной реальности. Преподаватели различных школ Абхазии по 2 дня проходили серию обучающих семинаров, в ходе которых узнали о ключевых функциях приложения и научились пользоваться программой для подготовки учебных материалов. Думаю, что детям, наоборот, будет более интересно и поучительно смотреть, то есть, например, если конкретно брать географию, да, то, как выглядит Земля, как располагаются на ней материки, потому что зрительно дети больше запоминают, нежели на слух. Как бы эта программа дала огромную возможность наглядно показать какие-то определенные уроки. Когда в школе уже будет эта конкретная программа, у меня есть кое-какие задумки, как внедрить эти 3D-модели в уроки. Компания LifeLike сотрудничает с детским фондом ЮНИСЕФ. Именно они приняли решение внедрить программу в школы Абхазии. Сотрудники фонда ЮНИСЕФ совместно с представителями компании рассказали о преимуществах использования современных 3D-технологий в уроках. В ЮНИСЕФ надеются, что данный проект возымеет положительный результат у нас в стране и будет востребован. Основной целью нашей работы является предоставить возможность школам более глубинно и более интересно изучать такие предметы, как математика, наука, физика, химия. Мы очень благодарны за всю ту поддержку, которую мы получили от учителей, от директоров школ, от Министерства образования. И мы очень ценим эту поддержку и действительно верим в то, что благодаря этой программе в том числе мы сможем внести свой вклад в развитие образования в Абхазии. В презентации приняли участие и школьники, которые будут изучать предметы химии, биологии, физики, географии по этой программе. Специалисты, проводившие в течение месяца тренинги, показывали, как работает программа и какие возможности она открывает для учащихся. Цария Смыр, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в субботу в Абхазии ожидается ночью переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Днем погода прояснится. В воскресенье ночью местами вблизи ущелья и рек ожидается туман. Днем ясная погода. Температура воздуха ночью 9-14, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.